Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем спешат предупредить вас небесные покровители, что именно сейчас, в этот момент, когда вы увидели это видео, вам необходимо узнать. Просто загадайте на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, показывают, что рядом с вами есть некто, кто задумал что-то плохое. Человек задумал то ли обмануть, то ли провести, то ли как-то вами воспользоваться в своих каких-то целях, интересах. И этот человек буквально тянет к вам руки и какую-то, знаете, такую позицию занимает, что вот я такой несчастный, пожалейте меня, помогите мне, спасите меня, да, я сам себе помочь не могу. Вот как будто бы, знаете, вас ставят в такое неудобное положение, что если вы откажетесь, тогда вы злодей, злодейка. Вот. Ну а если вы поможете, тогда вас обманут. Кто-то играет на ваших чувствах с целью нажиться на вас, ну либо воспользоваться вами. Мои хорошие, иногда можно проявить жесткость, и нужно проявить жесткость. Поймите, человек, который действительно нуждается, никогда просить ничего не будет. Не будет, понимаете, не будет, ни в отчаянии, никогда не будет просить. Обычно таким занимаются люди, которые играют роли. Играют роли, причем играют роли в своих каких-то корыстных интересах. Помогать, конечно, надо, но не всем. Хотите делать добрые дела, помогайте животным. Вот животные — это самые незащищенные создания, тем более в современном мире. Помогайте животным, и помощь будет четкой, точечной и самой верной. А вот люди, особенно которые клянчат эту помощь, вообще не заслуживают вашего внимания. И найдите в себе силы, и с этим человеком просто перестаньте контактировать. Можно не отказывать, можно просто перестать контактировать. Все. Либо сошлитесь на свою занятость, на свои какие-то проблемы, либо тоже можете попросить у этого человека помощи, сказать: да, у меня тоже так не сладко, так плохо все в жизни, давай ты мне сначала поможешь, а потом я помогу тебе. И человека сдуют, как, знаете, как ветром. Человек потеряется. Да, кто-то увидел вашу доброту, увидел ваше милосердие, чистосердечие и решил воспользоваться. Причем воспользоваться самым таким жутким, наглым, клянчить, да, пытается клянчить. И еще и такие эти, что вот если не ты, то никто. Вот я сейчас все пропаду. Извините меня, ты взрослый человек. Руки есть, ноги есть, голова на месте. Иди, что-то делай сам для себя. Что ж ты ждешь подачек от других людей? И еще скажу такую вещь, что у человека жизнь, у того, кто будет просить, жизнь гораздо слаще, чем у вас. Человек вот так себе много всего наклянчил, что там уже закрома ломятся. Но при этом человек продолжает ходить вот так с протянутой рукой и у всех все выпрашивать. То есть это недостойный человек, и помогать не надо. Вообще показывает, что этот человек хочет вашего верблюда себе забрать. Верблюд — это и достаток, и возможности, и ресурсы, те, которые вы смогли ценой большого труда, потом, кровью себе заработать. Уведет вашего верблюда, понимаете? Только один раз поможете, и сразу уведет вашего верблюда. Поэтому с умом старайтесь выбирать тех, кому действительно нужна помощь. Вот с животными точно не прогадаете. А с людьми там много вопросиков, да, очень сложно понять, кому действительно нужно помогать, а кто в помощи вовсе не нуждается. Ну и как показывает практика, те, кто нуждаются в помощи, они о помощи не просят. Дальше, мои хорошие, здесь показывают какой-то конфликт, который произошел. Конфликт, накал страстей, как будто бы это, ну, как постановка, как съемка какая-то, да, театральное представление.
У этого конфликта однозначно есть режиссер. Однозначно есть кто-то, кто это все прописал и как по нотам проиграл. Ну, можно смело сказать, что вас настроили против другого человека, либо другого человека настроили против вас. Кстати, это более логично выглядит. То есть человеку могли там гадости про вас наговорить, могли вас заочно в чем-то обвинить, могли вас там подставить, могли такое тень на плетень навести, что жутко становится. Кто-то очень сильно выигрывает от того конфликта, который у вас с кем-то произошел. Человек, ну прям насосом выгоду качают, и это очень плохо. Если есть возможность поговорить, договориться, помириться, делайте это как можно скорее. Потому что пока вы это не сделали, режиссер получает свой профит. Это неприятно. Так не должно быть. Не должно быть. А вот если вы помиритесь, то и режиссера этого сможете сразу вот обнаружить, да? Потому что вы начнете разговаривать, человек скажет: а вот мне сказали, что ты там то и сё. Вы скажете: кто сказал? Скажет: вот он сказал. И вы поймете, кто режиссер. И тогда вы объедините усилия, пойдете наваляете этому режиссеру, чтобы неповадно было людей стравливать и свою выгоду извлекать. Это очень важно. Ну, допустим, смотрите, что может быть. Вы поругались со своим парнем либо с мужем, а его накрутила против вас его, допустим, бывшая либо мама. А какую выгоду получает? Ну, деньги тратит или там помогает, время тратит, понимаете? Вот это выгода. Может, даже специально вот чья-то там ревнивая мама разрушает семью, потому что ей нужна материальная помощь своего сына, либо дочери. И еще нужно, чтобы человек, как в служках был, да, мотался кабанчиком с подносом и выполнял все желания вот этой капризной дамы. Такое тоже может быть. Ну, либо бывшая, да, такая думает: будешь мне алиментов больше давать, да. Я сейчас тебя рассорю с твоей девушкой, и ты будешь давать мне больше алиментов. Вообще будешь там у меня все делать. Я буду там тебе плакать в жилетку, а ты будешь мне все делать. Да, такое тоже может быть. Так, еще про какие-то новости. Новости задерживаются в пути, и вам говорят, чтобы вы не переживали. Да, там какой-то форс-мажор, там какие-то, неприятности, либо еще что-то произошло. Новости придут, но с опозданием. Причем опоздание может быть таким значительным. Это может быть не пару часов, не пару дней, а прям чуть ли не пару недель. Но новости обязательно придут. И новости будут обязательно хорошие. Услышьте меня правильно. Да, ждать, возможно, придется долго, но новости придут очень хорошие. Прям такие, прям приятные, сладко-сладко вам будет. Вот, не нервничайте, живите свою жизнь, занимайтесь своими делами. Новости придут, с опозданием, но придут. Дальше. Вот есть какой-то человек, который вас подозревает в чем-то. Вот подозрение, вы подозрительной кажетесь этому человеку. Человек, видно, вас плохо знает, либо вы стали жертвой оговора, и поэтому человек вас подозревает. Ничего делать не надо, оставайтесь сами собой, со временем все выяснится. И тот, кто вас подозревает, даже вот как-то, знаете, будет перед вами извиняться, да, просить у вас прощения, говорить, что ой, меня там спутали, мне там про тебя наговорили, а теперь я вижу, что ты классная девчонка, либо ты замечательный парень. И это даже как-то усилит доверие между вами. И в будущем тот, кто вас подозревает, станет для вас прям хорошим, добрым, близким другом. Вот об этом вы должны знать. С жить, когда вы чувствуете, что вас подозревают, это, конечно, некомфортно. Но с другой стороны, все, что не делается, все делается к лучшему. Да? Когда человек сам убедится, что вы замечательная, что вы замечательный, то и отношения будут очень прекрасными. Дальше. Здесь вот показывают мужчину, который куда-то исчез. А вы знаете, он работой занят. Он работает, и работа очень тяжелая, а работа очень сложная. Человек сознательно на это пошел. Деньги нужны. Деньги, понимаете? Не потому, что человек любит деньги, да, не Кощей. Но с другой стороны, я вижу, что эти деньги нужны на какие-то покупки, на какие-то инвестиции, на какую-то финансовую помощь. То есть на самом деле
человек, видимо, да, решил вам ничего не рассказывать, ну, либо не рассчитал, да, не рассчитал, думал, что там уеду на пару дней, а видно, там предложили остаться. Может, связь плохая, может, еще что-то там, да, есть такое неприятное. И в любом случае вам не стоит думать плохо об этом человеке, потому что человек ничего плохого не желает и не делает. Да? Человек просто работает и зарабатывает деньги. Эти деньги этот человек потратит либо на вас, либо потратит ну, на ваши общие какие-то, да, там, хотелки, расходы. Ну, то, что не сказал, не предупредил, это, конечно, плохо. Это не потому, что не доверяет, скорее не хотел вас расстраивать. Либо думал, что вы начнете отговаривать, и, возможно, вы бы и стали отговаривать. Ну, а так вот как бы произошло и произошло. Дальше еще. Я вижу какую-то странную картинку. Вот знаете, как будто бы звенья цепи, и одно из звеньев, оно как бы расслабилось, да, либо разогнулось. И может в любой момент вот прям раз и разорваться. Это не очень хорошо. И надо вам что-то укрепить, проверить, укрепить. Также вот если на работе, либо в каком-то рабочем процессе могут быть слабые сотрудники, которые вместо того, чтобы сказать, что я там не понимаю, я не знаю, там, попросить помощи, эти сотрудники могут просто саботировать работу, а потом будет очень плохой результат. Вот где-то есть слабое звено, и чем раньше вы его найдете, тем будет лучше. Даже вплоть до того, что вот вы несколько подруг либо друзей, и вы каким-то одним делом занимаетесь. Кто-то из вас слабое звено. Ну, не вы, понятное дело, но кто-то из тех, кто рядом с вами. И человек некомфортно себя чувствует, но молчит, стоически молчит, не признается. А последствия могут быть очень и очень неприятными. Нужно поискать это слабое звено, тем более я думаю, что это очевидно, да, это даже видно. Так, дальше. В доме какая-то плохая вещь есть. Эту вещь кто-то либо принес специально в ваш дом, либо человек случайно принес, либо, может, вы случайно какую-то вещь чужую взяли и домой принесли, а вещь нехорошая. Проверьте, пожалуйста, свой дом на наличие чужих вещей. Это может, знаете, как отыграться, что вот ребенок, да, ребенок с улицы принес какую-то находку, а эта вещь плохая, от нее какой-то негатив идет. Либо вы случайно что-то нашли там, и принесли это домой. Может, к вам кто-то пришел и принес там свою находку, а может, специально заговорил и подкинул вам дом. Эта вещь лежит на видном месте. И еще мне идет, что вы, возможно, вот либо сегодня, либо вчера наткнулись на эту вещь, либо споткнулись об эту вещь. Но вот в глаза она вам попадала. Это может быть что угодно. Вещь не принадлежит вам и вашему дому. Это чужая вещь. Ее нужно как можно скорее из дома унести. Унести, причем чем дальше, тем лучше. Ничего делать не надо, просто унесите. Унесите и все. Потом хорошо руки вымойте. Так, еще. Не в этом месяце, но в следующем какие-то удивительные события просто ворвутся в вашу жизнь. И у вас такой шок. Вы еще там долго в себя будете приходить, либо вам будет казаться, что это все сон, что это все не по-настоящему. Это могут быть и перемены, и какие-то новые люди, и какие-то события, которые разворачиваются не так, как вы, например, это ожидали. Удивляться будете каждый раз, но, опять же, это неплохое. Это неплохое, это хорошее. Так еще ваша жизнь не менялась, либо таких перемен еще в вашей жизни не было. Вот вы приходите к этому, и это уже как прописано, да, этого не избежать. Перед переменами у кого-то будет нарастающее чувство тревоги, а у кого-то наоборот. Будет даже ощущение, как будто бы силы закончились, да, упадок сил. Вот. Перед переменами всегда такое бывает. Да? Перемены просто так с неба не падают. Всегда есть какие-то предтечи, разные странные ощущения, непонятные ощущения, мутные. Да, кстати, кого-то даже тошнить может перед этими переменами. Но вот идет мне эта информация. И это следующий месяц. Если смотрите сейчас в мае, то это будет июнь. Если будете смотреть в другое время, то следующий месяц. Дальше показывают огромную клубнику. Это какой-то соблазн. Соблазн, причем тут темные силы очень сильно расстараются, чтобы именно конкретно вас прям соблазнить по полной.
Клубника огромная, аппетитная, и у вас прям к ней руки тянутся, к этой клубнике. Все, что связано с соблазном, лучше избегать. Вот чувствуете, что хотите, да, вот хочу, я это хочу, мне это нравится. Сразу разворачивайтесь и убегайте. Убегайте как можно быстрее. Вот мне идет, что темные силы стараются вас чем-то соблазнить. От этого соблазна будут только лишь проблемы. Неважно, это какая-то покупка, либо это какие-то отношения. Будут серьезные проблемы. Вам эти проблемы ни к чему. Темные силы, зная, что у вас в жизни будут грандиозные перемены, стараются как бочку меда подсунуть свою ложку дегтя. А вы эту ложку дегтя как будто бы с удовольствием проглатываете, да, потому что вам кажется, что это не деготь, а, например, там, не знаю, черная икра. И вы думаете, как вкусно, да, это же вкусно, черная икра, деликатес, дорогая. Вот, но, пожалуйста, как только есть ощущение соблазна, разворачиваемся и в противоположную сторону прям убегаем. Не идем, а убегаем. Это очень важно. То же самое там в отношениях. Может показаться, что человек там весь красавчик, либо красавица. Вот, но человек может быть вообще не тот, за кого себя выдает. Вот, поэтому лучше не надо. Особенно кто уже в отношениях, кто уже женат, либо замужем. Прям вообще избегайте. Всеми правдами, неправдами избегайте. Нельзя, понимаете, нельзя. Иначе будут очень серьезные проблемы. Проблемы, которые вы будете годами разгребать, и то не закончатся. И если вы что-то будете покупать, вам кажется, что покупка очень там хорошая, выгодная, вы можете купить и пожалеть, потом не сможете вернуть, потом вляпаетесь в какой-то кредит, еще что-то произойдет. И деньги будут потрачены, и вещь нерабочая, либо бракованная, и еще там куча всяких гадостей. Поэтому не надо, не надо. У вас эта клубника, она вот настолько вас манит, настолько дурманит, что да, сложно контролировать себя. Вы, кстати, можете попросить кого-то из своих знакомых, либо родных людей, чтобы люди вас немножко ограничивали, либо сдерживали в ваших желаниях. Это не будет лишним. Это как раз-таки, наоборот, будет для вас полезно. Соблазн нельзя. Чувствуете, что тянет, разворачиваетесь, убегаете. Здесь темные силы, именно конкретно темные силы. Не темные люди, с темными людьми вы можете бороться. А вот с темными силами тяжелее бороться, потому что они очень коварные. Так, и еще. Какие-то деньги к вам придут. Тут и ракушка раскрылась, и рыбка показана. Вам нужно как-то очень правильно и мудро распорядиться этими деньгами. Нельзя все тратить, нельзя почастую все отдавать. У вас должны быть деньги на руках. Это не значит, что в кошельке, это значит где-то в укромном месте в виде заначки. Деньги вам потребуются. И если вы знаете, что у вас где-то есть в схроне сумма, вам даже как-то легче и проще будет жить. Банки могут быть ненадежны. Вы можете положить деньги в банки, а потом будет целая эпопея, как эти деньги вернуть, либо как эти деньги снять. Если есть возможность какой-то домашний сейф, либо у вас уже есть сейф домашний, да, лучше храните какую-то часть денег там. Лучше вообще как-то распределять деньги на несколько частей и в разных местах хранить. Но деньги придут, я это вижу. Возможно, денег придет больше, чем, например, раньше приходило. Вот, надо как-то мудро с ними поступить. И да, еще показано, что вам в долг нельзя давать, потому что если вы будете давать в долг, вы не только деньги будете терять, но и людей, которым вы даете в долг. Потому что людям нечем отдавать, да? Даже если хотят, то нечем отдавать, а неудобно, и люди будут стараться от вас прятаться, скрываться, не попадаться вам на глаза, понимаете, все. Дал долг, считай, что потерял друга, либо знакомого. Поэтому лучше не давать. Никому не говорите о том, что у вас есть. Никому, ни своим, ни чужим. Потому что свои тоже могут проболтаться. Случайно. Да, там, язык без костей, понимаете, и когда болтаешь, не болит. Вот, поэтому лучше пусть не знают. Либо знают, там, не знаю, самое ограниченное количество людей, то возьмите с них клятвы, что они никому ничего не расскажут. Так, дальше, с левой стороны. Здесь человека показывают, который очень-очень сильно ждет. Ждет вас, либо ждет какой-то вашей реакции, либо ждет какого-то вашего решения. Человек, который не будет вас торопить, не имеет права, да, либо это не в его, не в ее правилах, но очень сильно ждет.
И еще помимо какого-то делового интереса, тут просматривается, ну не то чтобы личный, но очень похоже на личный. Допустим, да, вы кому-то очень сильно понравились, и человек, например, понимает, что вот я могу помочь, да, женщина симпатична, либо мужчина интересный, вот я могу помочь, и я-то себя знаю, я знаю, что я сделаю лучше всех. Да, потому что если человек пойдет в другое место, его могут там обмануть, развести. Тут как бы смесь и делового, и личного. Но к вам никто не будет приставать, никто не будет вам навязываться. Ну, не знаю, вы понравились, для вас хотят сделать лучше. Вот когда так не идет. И человек ждет вашего решения, ждет, пока вы там решитесь, согласитесь, либо начнете сотрудничать, взаимодействовать. И если вы начнете это делать, вы никогда не пожалеете, а наоборот будете считать, что это было самое правильное решение в вашей жизни. Вот, по поводу, будет ли этот человек себя навязывать, приставать, нет, я этого не вижу. Не вижу, и этот человек, возможно, очень профессиональный, никогда не мешает личное с деловым. И, возможно, если вдруг там, вы сами как-то там промаякуете, то человек может откликнуться. Если никаких знаков с вашей стороны не будет, то и никто вас не побеспокоит. А работа будет сделана прям идеально. Да? Вот если это возможно, идеально будет сделано. Ну, по крайней мере, человек не будет разводить на деньги, обманывать, тащить с вас ничего не будет. Хороший знак. Дальше, мои хорошие, показывают. Ну вот вы как будто бы от чего-то прячетесь, не знаю от чего. Может, вы из дома редко выходите, может быть, вы с кем-то конкретным не хотите видеться, общаться. Говорят, что прятаться не надо. Чем быстрее вы встретитесь со своими страхами, тем быстрее вы перестанете бояться, да? Тем быстрее вы страхи отпустите. Вы вообще смелый человек, резкий, дерзкий и решительный. Зачем вы прячетесь? Посмотрите своим страхом в глаза. Они не такие страшные. Как там говорят, у страха глаза велики. Глаза боятся, руки делают, да? Поэтому совет такой прям настоятельный от высших сил, от хранителей, да, поскорее встретиться со своими страхами и убедиться, что это не страшно, что вы сами себя напугали, либо сами себе придумали плохие вещи. Вас ничего плохого не ждет, а вот страхи вас очень сильно опустошают, выжимают с вас все ресурсы, все силы, и вы как, ну, как, не знаю, выпитый стакан воды, пустой, да, получаетесь. Не надо бояться, там ничего страшного нет, ну, либо не так-то страшно, как вы думаете. Дальше показывают самолет, самолет, который летит влево и вниз. Возможно, речь идет о какой-то поездке, вернее, полете на самолете. Если есть возможность поехать другим транспортом, это идеальней, да, это лучше для вас. Если кто-то должен прилететь на самолете, возможно, человек не сможет, да, либо какие-то очень серьезные задержки будут, либо еще что-то будет. Но и также у кого-то, например, есть желание исполнить какую-то свою мечту, но поскольку самолет уходит влево и вниз, то, скорее всего, либо вы откажетесь, либо вы передумаете, либо это окажется невозможным. Может, нету, мечтаете, о чем надо мечтать, но, может быть, просто время не пришло. То есть и так тоже может отыграться. Если есть возможность действительно каким-то другим видом транспорта, лучше другой вид транспорта, даже если это будет дольше. Ну, обычно самолеты, они же быстро летают, да, но вам не подходят, потому что могут быть всякие, ну, неприятности, да, оно вам не надо, да, оно вам не надо. Нет, если вы любите приключения, ну, дерзните, попробуйте. Но опять же, я думаю, что вот эти ожидания, отмены и прочее, это не очень хорошо, даже для сильных личностей. Вот. А, например, там, на автомобиле, на автобусе, на поезде, мне кажется, это гораздо интереснее и, ну, наверное, пусть не надежнее, да, потому что все-таки самолеты не так-то часто, слава богу, падают, но тем не менее. Ну, а на поезде, на автомобиле все-таки там больше можно посмотреть, да, как-то, знаете, разнообразнее будет. Но, опять же, это дело ваше и ваше решение. Песок всего лишь рекомендует. Да, а решение остается только лишь за вами. Ну вот самолет мне не очень нравится, как он показан, куда он летит, мне тоже не нравится. Так, дальше.
Я так понимаю, что у вас к кому-то есть претензии, и претензии вполне себе обоснованные. Но вы по какой-то причине ничего не говорите, вы в себе это копите, сдерживаете, и дальше будет хуже. Почему? Потому что копить в себе до бесконечности невозможно. Будет какой-то момент, очень такой взрывоопасный, когда вы прям на пустом месте можете сорваться и выпалить все, что копилось там, не знаю, месяцами, годами. Совет такой, что не держи в себе. Каждый раз, когда что-то такое происходит, что тебе не нравится, хочешь в шутливой форме, хочешь в саркастической, хочешь в прямой форме, да, говори. Говори о том, что тебе не нравится. И неважно, кому ты говоришь. Это твой любимый, родной, близкий человек, либо это кто-то там, не знаю, начальник на работе, либо кто-то там сосед. Да? Нужно об этом говорить, потому что вы наделены терпением, но терпение, оно не бесконечно. И вот то, что вы в себе копите, оно против вас, да, оно действует на ваше здоровье. Нельзя в себе копить, нужно об этом говорить. Дальше. Кто-то у меня очень много работает. Причем работает вот как от рассвета до заката, да, 7 дней в неделю. Может быть, вы работаете, ну, работа у вас такая, да, может, вы еще помимо этого, ну, как дома успеваете наработаться. Вы знаете, от работы дохнут кони, да, ну, а я бессмертный пони. Вы не бессмертный пони, поэтому себя нужно жалеть. Понятно, что там деньги нужны, все нужно, но если вы потеряете здоровье, что будет дальше? Ну, как это поможет вам заработать больше денег? Вам нужно как-то это все урегулировать, либо, возможно, даже какую-то другую работу искать. Ну, потому что у вас из-за этих переработок уже, ну, не знаю, кости стираются. Извините, но скажу, как вижу. Возможно, это и не кости стираются, а в принципе износ тела идет. Нужно больше все-таки себя любить, холить и лелеять и давать своему телу отдых, своему организму нужно давать отдых. Это очень важно. Неважно, вы мужчина или женщина, но вот кто у меня от рассвета до заката вкалывает, это прям совсем не полезно. И нужно уже что-то думать и решать прямо сейчас. По поводу денег, вот еще, знаете, вижу какой-то вид заработка, о котором вы еще не знаете, но который может все изменить для вас. Конечно, это будет не так-то просто, да, потому что вы ничего не знаете, вам нужно время на то, чтобы изучить, на то, чтобы в это поверить, на то, чтобы это протестировать. Ну, много составляющих. Но с другой стороны, когда вы об этом узнаете, знаете, что это не случайно. Знаете, что сама судьба открывает вам путь к этим другим деньгам, к большим деньгам, к горячим деньгам. Деньги, которые приходят, возможно, через интернет, либо приходят через какой-то вид деятельности. Не вот эта вот рабская работа от рассвета до заката. То есть судьба, закрывая одни двери, всегда открывает другие. У вас закрываются плохие, тяжелые двери, такие ржавые, как со скрипом, да, тяжелые. А открываются легкие, новые, современные. Вот как-то так я вижу. И да, вот этот новый заработок, он может стать панацеей, спасением и действительно очень хорошей возможностью для вас, да, для того, чтобы изменить и образ жизни, и качество жизни. Просто нужно попробовать сделать. Конечно, не нужно прямо с головой кидаться во все новое. Вот, со своей скоростью, но пробуйте, и деньги будут приходить гораздо больше, легче и даже интенсивнее у кого-то. И еще показывают, что вы каким-то людям добро сделали, а эти люди вас за это обвиняют. То есть, смотрите, вы сделали добро, а люди воспринимают это как зло. Кто прав, кто виноват, ну, непонятно, скажу как есть, да, потому что есть такая пословица, что благими намерениями дорога в ад выстилана. Вот, возможно, то, что вы считаете добром, другие люди, да, воспринимают как зло. И вы со своей стороны правы, и другие люди со своей стороны правы. Вот. Я вижу, что люди вам это демонстрируют. Может быть, вам в лицо не говорят, но они вам это демонстрируют, да, что вот они считают это злом. Вот. Я вижу, что вы хотите всем помогать, я вижу, что вы такой безотказный человек, и тут мы это с вами видели, и там мы с вами видим. Но, может быть, немножко действительно переключиться, там, как я говорила, на животных, либо пока
немножко остановиться в помощи другим людям до выяснения, допустим, обстоятельств. Ну, допустим, да, вы там к невестке приходите, пытаетесь ей там с ребенком помочь, по хозяйству помочь, а она думает, что вы вмешиваетесь в ее личную жизнь. То есть, что она сама себе хозяйка, да, хорошая мама, а типа вот вы приходите, вы ставите под сомнение ее статус. Понимаете? Спорная ситуация, спорная, очень спорная. Вот если она вас попросит, пожалуйста, свекровь, любимая, родная, приди, помоги, вот это да. Она сама вас позвала, она в вас нуждается. А если вы сами приходите, да, жалея, думаете, что вот она там устала, бессонные ночи, маленький ребенок, чтобы там и сын мой вкусно покушал, ну, это уже как бы ваши домыслы, да, ваши домыслы. То есть, в принципе, они взрослые люди, сами разберутся. То же самое там с другими людьми. Если не просят, не делайте. Не делать. Попросят, и это будет адекватно, объективно, тогда да, вы можете. Ну вот идет такая информация, чтобы никто ни с кем не ссорился, чтобы у всех со всеми были хорошие отношения. Да? Не переусердствуйте в своей доброте. Конечно, высшие силы все видят. И, конечно, высшие силы оценивают со своей стороны. Но чтобы не было конфликтов, как я уже сказала, да, чтобы все ладно, тихо, мирно жили, лучше немножко сбавить обороты. Займитесь собой, своим здоровьем, своей внешностью, своими интересами. Ну, делайте что-то для этого. Кстати, по поводу интересов. У кого-то из вас явно есть какое-то хобби, да, вот увлечение, хобби, которое может вас реально прославить. Вы это делаете сами для себя, сами этим любуетесь. Другим людям почему-то не показываете. Может быть, вы стесняетесь, а может быть, вы не считаете нужным. Но вот мне идет информация, что вы можете высоко взлететь в лучах славы, да, когда вы покажете миру, другим людям покажете то, что вам нравится, то, что вы делаете, свое увлечение, свое хобби. Но опять же, решать вам, никто заставлять вас не будет. И хотите, чтобы о вас заговорили, чтобы все восхитились вашим мастерством? Вот интернет открыт. Заходите, выставляете, записываете, там, не знаю, ролики, либо выкладываете фотографии. Кстати, можете даже мастер-классы вести, и люди могут за это платить, причем платить хорошие деньги. Делайте. Кто-то, например, гадать умеет хорошо. Вот вы гадаете, у вас все прям там тютелька в тютельку, но вы об этом никому не говорите. То есть вы могли бы и людям помочь, и денег заработать. Понимаете, так может быть. Вот. А покуда вы это скрываете, ну, считайте, что вы как талант закапываете в землю. Никакого профита вы с этого не имеете, а могли бы. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.